Всем привет, меня зовут Евген и с вами Кинообзор. Русский кинематограф продолжает радовать нас новинками. Не обходит стороной и жанр ужасов. Фото на память хоть и похож немного по своей тематике на пункт назначения, но имеет свою маленькую изюминку. Фильм «Фото на память» является мистическим русским ужастиком о таинственных силах фотоаппарата и проклятых снимках, которые он делает. Сюжет нового отечественного хоррора полон пугающих тайн и загадок, которые постепенно будут распутывать его главные герои. Они попали в аварию, но сумели чудом уцелеть. Однако это вовсе не означает, что смерть перестанет их преследовать. Картину снял дебютирующий в режиссуре Антон Зенкович, оператор таких известных российских фильмов, как «Маршрут построен», «Пиковая дама» и «Черный обряд». Так что в подобном жанре он отнюдь не является новичком. Компания молодых друзей собирается отметить выходные в загородном домике, но произошедшая авария резко меняет их планы. Чудом оставшиеся в живых после катастрофы, они вынуждены заночевать в заброшенном одиноком домике где-то на отшибе. Внутри они находят массу страшных фотографий, на одной из которых даже узнают свой сломавшийся автомобиль. А вскоре обнаружится и виновник мистического проклятия на фото, обладающих сверхъестественными способностями, старинный фотоаппарат советских времен. Сделав несколько снимков, ребята даже не понимают, какую беду это может на них навлечь, ведь каждый, кто окажется на пленке, умирает в скором времени страшной смертью. Актерский состав этого фильма ужасов состоит из молодых и начинающих российских актеров, что делает его еще более свежим. Ура, ура, ура! Старые проекты не забыты и наконец-то радуют нас своими продолжениями. «Суперсемейка 2». Фильм, который с гордостью может именоваться главным мультфильмом года, все-таки выходит на экранах. Для супергеройской семейки паров снова настали непростые времена. После разрушительной битвы с очередным злодеем правительство объявило людей с необыкновенными способностями вне закона. К счастью, цифровой магнат Уинстон де Вор, обожающий супергероев, делает выгодное бизнес-предложение эластике. Пока мать семейства восстанавливает имидж супергероев и борется со зловещим экрано-тираном, мистер Исключительный остается один на один с домашними заботами и проблемами детей, а также душевным кризисом. За 14 лет, прошедшие с выхода оскароносной суперсемейки от Pixar, успело прозрослеть целое поколение, а вот семья паров практически не изменилась. Как обещал Брэд Бёрд, фильм стал идейным и сюжетным продолжением первой части. Режиссер тянул так долго, потому что хотел создать сиквел, не уступающий оригиналу. «Суперсемейка 2» буквально сбивает с ног ураганным экшеном. Фильм не дает ни минуты, чтобы перевести дух. Головокружительная погоня и боевые сцены сменяются проделками младшего члена суперсемейки, Джека. Он наконец явил родным свои суперспособности, которых оказалось больше десятка. Графика и анимация за прошедшие годы изменилась к лучшему. Теперь все еще ярче, хромирование и насыщение. Создатели уделили большое внимание миру, в котором живут супергерои, и показали разные города, простых людей и других обладателей суперсил. Отдельно похвалы заслуживает дизайн окружения. От архитектуры, интерьеров и костюмов в духе золотых 50-х и старой Бондианы не оторвать взгляд. Не обошлось и без идей, характерных для современных супергеройского кино. Мы видим конфликт между супергероями и обществом, которое не уверено, стоит ли перекладывать ответственность за свои жизни на плечи суперов. Конечно, это не гражданская война или хранители, но и не черно-белое противостояние хороших и плохих. Поддерживают мультфильм и моду на сильных героинь. Подвигам мамы Эластики уделена львиная доля экранного времени. Да и другие женщины играют в фильме важную роль. Среди героев мужчин интересными получился телекоммуникационный миллионер де Вор. Этакий собирательный образ богатого гуманиста, что-то среднее между Марком Цукербергом и Илоном Маском. К неоспоримым достоинствам мультфильма можно отнести юмор в лучших традициях Pixar и саундтрек. Количество шуток для малышей, для тех, кто постарше, и для всех сбалансировано и по-умному распределено по всему хронометражу. А музыка композитора Майкла Джакина великолепно подчеркивает самые острые моменты. Все фильмы можете посмотреть в кинотеатре города Канаша. Хоть «Суперсемейка» и выйдет на неделю позже, но мы с нетерпением ее ждем. Смотрите нас на телевидении, ставьте лайк, подписывайтесь в группу ВКонтакте и канал в Ютубе. С вами был Евген, пока!